Весна, слякоть, лужи, грязь, грязь везде, на одежде, на обуви. В эти минуты я скучаю по свежести зимы, по белизне снега. Давайте вернемся на миг в мои любимые зимние месяцы. Лет 30 занимаюсь по волкам, но раньше проще было волков добывать. Нам выделяли, старихнин мы не застали, выделяли второцетат барий всегда. Даже в 93-м году, вот общиной я стал, мы эту находили сень затравленного, например, лося или изюбра, и яд в ампулах по 0,3 грамма расфасованные были. Выдавали нам в совхозе, разбрасывали по 5-6 ампул бирсени. И волков мы контролировали, учет волка, регулирование у себя на территории. Очень много волков брали ядом, потому что это очень умное и хитрое животное. В капканы, петли мало ловили. И каждый год выделяли совхоз вертолет. В совхозе я когда работал, один год, я тогда завкустом работал там, снабжал волчатников, снабжал продуктами на волков, которые выезжали, снаряжение капкана они у меня брали, боеприпасы в райпотребсоюзе. Мартынов был такой и Григорьев, охотоведы. Они специалисты были высокого класса, можно сказать. Охотоведы. Традиционный промысел коренных малочисленных народов Севера. Это нелегкий труд. Вертолета. Летал с ними одной из проблем оленеводов и Григорьев является они сейчас волки. Уже пожилые люди. И, конечно, экипажи были хорошо подготовлены, можно сказать, воздушного судна, вот вертолетчики. Анатолий Ляги, спецы от Бога, охотник-промысловик, они оленевод, волков уничтожали, каждый вылет волков били. Сейчас таких, конечно, нету, можно сказать. И заранее, вот февраль месяц уже подготавливали охотников, волчатников. Это на моей практике. Мы уезжали в феврале месяцы, специально давали сводку. У нас была в совхозе рация, нам выдавали рации, мы сводку давали каждый день. Ездим вот на оленях, где волки задрали, где мы знали буквально все ключи на притоках, где волки появились, сразу сводку в совхоз. И поэтому эффективная охота очень была. А сейчас как? А сейчас как? А сейчас этим никто не занимается. Я Анатолий с ностальгией вспоминает времена Советского Союза. Меня просили, когда на Буране езжу, сводку по волкам даю, а не каждую неделю я давал. Все отрасли нам были выделят. На вертолета так и не было вот за 10 хорошо лет, контролируемы, хотя сводку. Я хорошо организованы, это в том числе и отстрел. Сколько утром ездить по притоку. А сейчас вот на вашей территории у вас 534 га, да? Да. 1000 га? Да. Сколько волков-то насчитали в прошлом году? В прошлом году у меня работал охотовед, он 10 волков уничтожил, он по всем притокам местников, Тимофей Иванович. Он сказал, что на нашей территории 150 волков, не меньше, он сказал. Он один только 10 штук отловил, я 2 добыл. И вот за эти последние года, вот эти яд отменили, сейчас вертолетов редко очень дают, часов мало. Вертолет летает впустую, можно сказать. Пока долетает до назначенного пункта, время кончается, заправка кончается у них. И вертолет практически с вертолета сейчас волка не берут, она никому не нужна. Очень суммы большие платить надо, деньги, вертолетные услуги очень дорогие стали, во-первых. И вот последний, когда я сводку
Волк Вы очень видите много развелось. волчицу, пойманную в капкан, Находил после затравленных добычи, животных на урочище 20 километров. Я охотников находил подверглось атаке по 5 затравленных стая собак волков, которая на 20 километров. осаждала А яду сейчас нету, они гуляют. Ветра дуют по речке всегда. оставшегося Февраль, одного март охотника. месяц, когда мы начинаем Урочище. потеплеть, на волков охотить. Капканы задувает, и просто они практически не можем взять капканами. Мы на речке, они затравливают Полярный волк животных может таких, достигать. затравливают, на реку выгоняет, на чистом месте валит. А ветер задувает, капкан поставлю, через Масса 2-3 тела дня до 100 приеду, его задутый. с лишним Приехали килограмм. иностранцев снять у нас в общине фильм Крупный хищник. на охоту на волков. Очень Ну, прожорливый. расстояние как большое, я повез их к зятю. Они были, англичане были. Они жили со мной неделю. Там было 5 задранных сахатых. Мы Анатолий там Леви были по 3 национальности волка. Эбен. И их всех, конечно, в капканы. Там прям в Алданского лесу района. это было. И на тропах выставили петли капканы. Является 3 волка. Из охотником-промысловиком. стаи 7 волков мы всего 3 взяли волка. 4 Писателем. ушло. Они бьются, воют, и мы их Публикуется отстреляли с в охотничьих журналах, нападение в том числе Нападение в журнале медведя «Баянай» на меня было. Республики Шатун, Саха-Якутия. медведь пришел в избу. Благодаря карабину дедовскому он разорвал мне окошко, разорвал, ночью пришел. Я его повалил прямо в окошке, выстрелил ему в рот. Ну, сам напугался, естественно, не думал, что шатунов очень много стало выходить на наши путики. И опасно, в случае нападения шатунов на людей у нас есть. А я отстрелял. поголовье Да. домашних Это олей уже 3 случая Анатолия и шатунов его я соседей отстрелял Ивенков избушки у себя. Алданского района До значительно того, что сократилось. развелось очень много медведей. И сейчас Сокращение я боюсь, без популяции карабина не сплю, даже поголовья не оленей. выношу. И вот прошлогодний случай, Ивенки связывают я этот с рассказ браконьерством написал про него. Я его отстрелял и прямо в избе, в окошко. Он залез, обилием разорвал волков. мне целлофан, залез, ну, голова пролезла, я его застрелил в упор, с 2 метров в избушке застрелил. Это спасло мне жизнь. Если бы не было оружия со мной в избе, я бы сейчас, конечно, не давал интервью вам. Меня бы давно медведь разорвал. Это в каком месяце было? Это было, сейчас скажу, это было ноябрь месяц, где-то примерно я там описал 8-7 ноября 6 где-то вот случай шатуны. Какие у вас пожелания, чтобы это уменьшить, сократить численность волков, шатунов? Какие меры должно принять правительство и департамент охоты в частности? Я много раз вот на эту тему разговаривал в департаменте охотничьего хозяйства. Ребята охотоведы, я сам по профессии тоже егерь, закончил колледж, заочно закончил. И моя просьба, вот обращаясь еще раз, это вертолет сейчас тоже Анатолий Леви нерентабельный стал. является Есть пропагандистом смысл. здорового образа жизни. Это применили бы, как раньше, торцетат барий разрешили. Иначе мы сейчас вот оленей приходится забивать Заявленный по охотник. речке, я вам говорю, все остатки оленей. Вот вы видите, Оленей ни у кого загранного не осталось вообще волками вот по реке. и Все зебри. без оленей, можно Вот сказать, следы волков. мало осталось оленя, очень домашних оленей у кого были. Только вот эта напасть, мы ее никак не изведем, пока не разрешат нам торцетат барий. И мы почему-то идем на поводу вот с Европы. Зачем нам это Финляндия, например, вот зарубежные страны, Во время там, съемок мол, надо фильма у них ловить самозахват. Температура окружающей среды Это достигала север, крайний север. У нас минус морозы, 57 вот мы обморожены градусов. ходим, 57 градусов зимой. Какие там могут быть ловушки всякие, что делать? Это ж не, даже порят такую чепуху. И они меня спрашивают, вот эти англичане, а почему вы их истребляете-то вот капканами, ловите ядом, для чего? Я говорю, вот поедете со мной, посмотрите. Они боялись выйти на улицу в туалет. Вот когда волчьи следы увидели тропы, они прямо с порога, по маленькой, порог обсывали мне. И вы говорите, как вы отстреливаете, а чем нам делать, чтобы они загрызли нас? Yettik Tumgaturi. Bedgo форумы Гылгылин Чекай. Галгыргын. Чукчанка Саргалан Слепцова, председатель молодежного совета Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия, рассказывает на чукотском языке о первом молодежном суглане. Целью форума было объединение молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера
поддержка молодежных инициатив, содействие в самореализации молодежи для популяризации культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Развитие деятельности молодежного совета ассоциации коренных малочисленных народов Севера конечным итогом Суглана стала презентация программы развития реализации проекта. Вячеслав Иванович Шадрин в конце форума спросил у молодежи, кто желает, планирует вернуться себе на родину, чтобы продолжить дело предков. К сожалению, из присутствующих ребят лишь единицы подняли руки. На костре в дыму трещали ветки, в котелке дымился крепкий чай. Ты пришел усталый из охоты, много пил и столько же молчал. Синими замерзшими руками протирал вспотевший скус. И о чем-то думал временами, головой откинувшись назад. Все. Спасибо большое.